Да, если говорить о конференции, то конференция прошла просто на высочайшем уровне. Вот, несмотря на то, что время очень тяжелое и кто-то из участников, может быть, не доехал, да, но вот те силы, которые собрались, несмотря ни на что, очень высокий уровень показали. И это действительно была всероссийская конференция, потому что представлены были очень видные ученые, очень видные эксперты. Обсуждение, что для меня было действительно приятно, обсуждение было на высоком научном уровне и очень уважительное. Да? То есть действительно не было каких-то таких вот резких высказываний и так далее. Это была нормальная, хорошая, высокого уровня научная дискуссия. Вот. И обсуждались темы, с одной стороны, фундаментально научной, да, вот идентичность, пограничная идентичность, проблематика в России и так далее. Но с другой стороны, это в чем была уникальность конференции, с другой стороны, это вопросы животрепещущие. Да, то, что требует вот прям сейчас обсуждения, и и в этом уникальность этой конференции обсуждались вопросы, которые тесно связаны с жизнью, да, с тем, что сейчас происходит. И тот анализ, который прозвучал на конференции, те точки зрения, которые прозвучали на конференции, они, мне кажется, очень актуальны для Башкортостана. И вот, допустим, те параллели, которые мы проводили вот с ситуацией с северо-западным диалектом, допустим, да, башкирским, мне кажется, они очень хорошо отражают, что вот такова ситуация в тюркском мире сегодня. Да? То есть это не уникально какой-то прям вот чисто башкортостанский случай, да? Что это, в общем-то, достаточно распространенная ситуация, и что к этому надо спокойно относиться, и как бы такая постановка вопроса, северо-западный диалект башкирского языка, она абсолютно адекватна ситуации, скажем. Вы приехали с докладом «Пограничная идентичность». В двух словах буквально могли бы описать, что это такое? Ну вот как раз я рассказывал о таких вот группах с пограничной идентичностью, да, вот как юртовцы в Астраханской области, как те же сулакские нагайцы в Дагестане, да, это группы, которые резко отличаются по своими диалектными особенностями, скажем так, да, от основного массива этноса, скажем так, да, и при этом вот из-за этого у них возникает очень много проблем с идентичностью, да, то есть они, вот эти группы названные, например, они себя идентифицируют как нагайцы, но при этом вот в свое время они очень неуютно чувствовались в общенагайской среде, скажем так, да, то есть потому что, ну, говорят они по-другому. Да, но сегодня вот в нагайской среде возникает это ощущение, что ну и что? Да, ну вот они по-другому говорят, но это не означает, что они не такие же нагайцы, как и мы. Да? И их диалект имеет полное право на существование. Пожалуйста, пусть они говорят на своем диалекте, пожалуйста, пусть они развивают на этом диалекте какую-то там сетевую деятельность, пусть публикуют что-то на своем диалекте. Это не проблема. То есть главное, что они нагайцы, главное, что они по происхождению нагайцы, главное, что они признают себя нагайцами и хотят ими быть. Вот что главное, да? И я тут вижу параллель просто вот с северо-западным, да, башкирским диалектом и с их ситуацией вижу параллель, да, то есть это вот практически одно к одному. Вот. И мне было очень интересно всем этим поделиться, собственно говоря, на конференции и все это обсудить, собственно говоря, да, с коллегами, рассмотреть это как, проанализировать это вот как ученые, собственно говоря. И мне кажется, что очень хороший, очень интересный разговор получился, и коллеги были очень заинтересованы. Вот. Насчет того, что
в Башкортостане есть очень высокого уровня поддержка всей этой деятельности. Я считаю, что это просто здорово. Я считаю, что это дает дополнительные конкурентные преимущества Башкортостану. Да, потому что поддерживая такого рода диалог, поддерживая очень такие тесные связи, да, башкортостанских специалистов и ученых с учеными и специалистами из других регионов страны, республика действительно дает некие конкурентные преимущества собственным специалистам, поскольку вот как раз-таки во время таких вот разговоров возникают связи, да, между учеными, между людьми, и вот эти связи, они очень ценны, потому что они дают дополнительные возможности проведения исследований, проведения каких-то еще мероприятий, да, и повышения их уровня и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что это прекрасно и бесценно, что власти в Башкортостане оказывают такого уровня поддержку.